Материнский капитал, льготная ипотека и ежемесячные выплаты на детей до 3 лет. Такова первая тройка самых узнаваемых мер поддержки, оказываемых в рамках национальных проектов в республике. Информированность граждан о федеральных программах обсудили в общественной приемной главы Коми. Что нужно знать о национальных проектах и как они помогают менять мир вокруг нас, в сюжете Павла Королева. Для многих словосочетание «национальные проекты» ассоциируется со скучными докладами чиновников. Но, как отмечают участники круглого стола, федеральные инициативы касаются каждого из нас. За цифрами стоят дети, вбегающие в новую школу. Или, скажем, дедушка из отдаленного села, к которому врач приехал на новой санитарной машине. Сегодня Коми участвует в 11 нацпроектах. В этом году их реализация обойдется в 14 миллиардов рублей. И по итогу жители республики должны почувствовать реальные изменения к лучшему. В этом году мы ожидаем физкультурно-оздоровительного комплекса единоборств в Ухте, спортивный комплекс в Обьячево, полным ходом идет строительство этих объектов. Очень надеемся, что в Эжеве школа у нас появится в районе Емваль. Ну и кроме того, объекты здравоохранения, тоже 2 объекта здравоохранения на этот год запланированы к вводу. Это амбулатория в селе Усть-Вынь и хирургический корпус в Усть-Цильме. Национальные проекты охватывают все сферы жизни. В рамках нацпроекта «Культура» в Коми создаются модельные библиотеки, которые из книгохранилищ превращаются в культурно-просветительские центры. Идет ремонт домов культуры, закупка светового и звукового оборудования, музыкальных инструментов. Только на эти цели в этом году заложено более 200 миллионов рублей. Продолжается строительство социокультурного центра в селе Пашга. Продолжается капитальный ремонт районного дома культуры в селе Выльгард. Продолжается капитальный ремонт здания детской художественной школы в городе Ухта. Запланировано до конца сентября приобретение 2 передвижных автоклубов. Это городской муниципальный район, муниципальное образование Вуктыл и муниципальное образование Троицко-Печорск. По словам участника, важно, чтобы люди не только знали о существовании нацпроектов, но и понимали, какие возможности они дают и как воспользоваться конкретными мерами поддержки. Например, сейчас у людей есть возможность в прямом смысле слова поменять мир вокруг себя. До окончания голосования в рамках проекта формирования комфортной городской среды, который также реализуется в рамках национального проекта, осталось чуть больше недели. И именно от активности граждан зависит, появится ли на месте пустыря ухоженный сквер или детская площадка. Павел Королев, Эдуард Фомичев, телеканал Юрган.